Здравствуйте, ребята! Начинаем дистанционный урок по физической культуре. Раздел «Спортивные игры. Волейбол». Тема урока «Верхняя, нижняя подача мяча». Цель урока – отработка верхней и нижней прямой подачи, совершенствование навыков игры в волейбол. Задачи. Первое. Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие на основе требований программы физического развития. Второе. Совершенствование верхней и нижней подачи. Третье. Воспитание ловкости, меткости, согласованности действий. Ребята, обратите внимание на требования безопасности перед началом занятий. Для того, чтобы продолжить наш урок, сначала выполним зарядку. Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились? На еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Все разрабатываем руки. Нету места больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб по ходах было легче. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать. Два, три, четыре. Раз, приготовьтесь. В сей момент самый сложный согнуться и руками земли коснуться. Ну-ка, ноги не сгибать. Раз, два, три, четыре, пять. Молодые. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Все на утренней разминке, всем прибавилось настроение от такого права. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. С чувством полного удовлетворения в заключении упражнения. Встали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи. Прям до неба дотянись. Выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке. Молодцы, конец зарядки. Волейбол – это прекрасный вид спорта, очень популярен и востребован во всем мире. Он дает нагрузку всем мышцам тела и равномерно развивает его. Научившись игре в волейбол, легче освоить другие спортивные игры. Любая игра в волейбол всегда начинается с подачи. Если команда проигрывает подачу, она сразу же проигрывает очко. Сегодня волейболисты используют подачу как средство нападения, причем сильнейшие игроки владеют подачей в совершенстве. Технически подача выглядит следующим образом. Игрок, располагаясь за линией площадки, подбрасывает мяч и ударом руки отправляет его на площадку противника. Подача должна быть выполнена в течение 5 секунд. Мы рассмотрели один из важнейших приемов в волейболе. На рисунке показана последовательность выполнения верхней прямой подачи. Далее мы рассмотрим каждое движение пошагово. Шаг 1. Исходное положение. Опорная нога выставлена вперед. Мяч удерживается на вытянутой одноименной руке. Вторая рука согнута в локтевом суставе. Располагается параллельно, вытянута и готова для взмаха. Шаг 2. Вытянутая с мячом рука продолжает движение вверх. Свободная рука отводится назад вверх для замаха. Взгляд игрока устремлен в точку прицеливания. Локти расположены на уровне плеча. Шаг 3. В начальном движении мяч подбрасывается чуть вперед перед собой. В этой фазе нужно учесть, чтобы мяч не запрокинулся назад или улетел далеко вперед. Правильное начало подброса определяет его дальнейшую траекторию. Одновременно бьющая рука, выпрямляясь, отводится назад. Шаг 4. В этой фазе подающий игрок визуально определяет точку соприкосновения руки с мячом и за счет подачи тела вперед делает встречное движение, занимая удобное расположение тела в пространстве для произведения удара. Шаг 5. На этом этапе ударная рука выпрямляется в локтевом суставе. Пальцы руки сведены вместе и выпрямлены. Кисть не должна расслабляться. Подбрасывающая рука постепенно опускается вниз. Шаг 6. Момент соприкосновения мяча руки игрока является одним из важных этапов действия.
так как техника удара определяет создание правильной траектории полета мяча и силу удара. При ударе предплечье и кисть должна представлять единое целое. Кисть напряжена. Шаг 7. После воспроизведения удара по мячу игрок по инерции делает шаг вперед и, переступив лицевую линию волейбольной площадки, занимает свою игровую зону. Давайте посмотрим исполнение верхней прямой подачи мяча. Далее мы узнаем о нижней прямой подаче. Нижняя прямая подача – это основной способ для начинающих, так как не вызывает особых трудностей в обучении. Благодаря тому, что данный вид подачи прост и быстр в обучении, появляется возможность одновременно совершенствовать навыки приема мяча с подачей, и игра в волейбол проходит активнее и веселее. Исходное положение, центр тяжести перенести на левую ногу. Мяч в левой руке, на уровне пояса. Правую руку отвести назад для замаха. Замах осуществляется перпендикулярно опоре. Удар махом движением напряженной кисти правой руки снизу сзади. Задаем правильную траекторию мяча вверх-вперед. После удара руки вытягиваются в направлении подачи и фиксируются в таком положении. Рефлексия. Первое. Что понравилось на уроке? Второе. Что узнал нового? Третье. Над чем задумался? Четвертое. Что возьму себе в копилку? Пятое. Что еще хотелось бы узнать? Ребята, на этом урок закончен. До свидания.